Тогда Так. норм. Ой, что-то у меня спину прихватил. Блин. Все, погнали? Друзья, ну что, сейчас мы закончили снимать проект про семейный спортивный проект «Труслет». 4 семьи у нас участвовало. Ну и так уж совпало, что перед этим сезоном, весенне-летним, я заказал велосипед. И еще совпало то, что рядом мы вели проект «Труслет» вместе с одним из самых известных, опытных велосипедистов города Якутска. Я бы даже сказал Якутии. Это Евгений Никифоров, мастер Ник. Давай. Да, как будто мы с тобой не виделись давно. Привет. Приветствую. Вот. И я думаю, что нельзя упустить такой момент, чтобы с ним вместе мы сейчас сделаем такую распаковочку велосипеда, который достаточно такой, ну, на мой взгляд, необычный. Почему я решил его взять? Потому что, ну, бывает такое, что большие велосипеды очень сложно хранить в квартире. Вот, и, соответственно, это складной небольшой велосипед, у него диаметр колес 20 дюймов. Пока Евгений рассказывает про преимущества, или может быть не преимущества, я пойду возьму ножик, чтобы распаковать. Хорошо. Во-первых, я хочу сказать, что собирать велосипед зимой в снегу — это достаточно суровая идея. Потому что велосипед, мы знаем, что это летний транспорт. И тут вдруг Руслан решил покататься на велосипеде по сугробам, по снегам. Ну что ж, раз он решил это сделать, мы поможем ему его открыть, его собрать, посмотреть, как он выглядит. Что касается складных велосипедов, да, безусловно, они сейчас набирают определенную популярность. Дело в том, что в наш век урбанизации, в период, когда перемещаться нужно по городу быстро и надежно и безопасно, складные велосипеды имеют ряд преимуществ. Конечно, это компактность. Их можно просто, как вы видели, загрузить в багажник любой машины. Их удобно хранить дома, их удобно хранить в офисе, на работе, под лестницей, под столом. Да, это, безусловно, плюсы. Но минусы его тоже имеются. В первую очередь, это минусы его назначения, его эксплуатации. На нем, да, нельзя делать какие-то супер-пупер трюки. На нем невозможно будет, возможно, поехать в Магадан. Вау, один момент мы его открыли, да. Очень короткий выпуск. Да. Вот и все, что нужно знать о складных велосипедах. Да. Так, тут еще Нет, надо на самом деле все очень здорово. И Руслан, он много лет занимался велотуризмом, мы с ним ездили неоднократно в походы, и у него был какой-то перерыв довольно длительный, и теперь я вижу, с каким удовольствием он вливается снова в веложизнь. Вот, у меня до сих пор есть достаточно такой старый, можно сказать, олдовый велосипед, Да, 26 да. дюймов, МТБ, Автор Инстинкт. Ну, мне его навеска нравится, то есть все как бы устраивает. Но сейчас, если раньше называли это гибридами, да, 29, да, по-моему, Да, Найнер, 28 гибрид, 29 Найнер, да, Вот. все верно. то сейчас я, когда посмотрел в магазине, даже колеса на 26 уже сложно как-то найти, да, все перешли на большие колеса, а раньше все говорили, что это шоссейники. Ну, то есть, может быть, дороги стали лучше у нас, да? Дело, скорее всего, в маркетинге, в агрессивном. То есть нужно было продавать новые велосипеды, какие-то новые размеры колес, и вот 26 они незаслуженно ушли, ну, просто исчезли, можно сказать, Да, с радаров. да, Хотя на них можно ездить без проблем. Многие поколения велотуристов ездили на 26-х. Может быть, В не этом зря я нет вытащил проблем. седло, потому что, по-моему, по описанию было, что здесь есть насос. Интересное решение. Да, сейчас мы посмотрим. Тут действительно есть насос. Вау, это насос-седло. Седло. То есть ты на нем прыгаешь, и он накачивает колесо. Это очень удобно. Я почему? Ну, это седло. То есть ты должен качать Нет. своим весом, понимаешь как? По-моему, надо делать, типа, ну вот, накачиваешь. Не надо Ну, на то нем... есть, в принципе, можно прыгать. А учитывая- хотя идея подкачки во время движения. езды, ты едешь, скачешь на седле, и у тебя Да, есть друзья, возможность честно, подкачать. я впервые вижу такой Я насос, тоже. такое техническое решение. Это... Я когда это прочитал, я не поверил, что есть такая фишка, очень интересная. Да, это прям Так. уникально, уже И причем, уникально. обратите внимание, мороз, но я, правда, сейчас из машины вытащил, да, конечно, но... Ну, вроде мы бы- сейчас бросим в снег это и посмотрим, Не-не-не. насколько эластичность потеряется при низких Ну, температурах. я думаю, он нормально. Не будем терять время. Так, седло. Так, приступаем его дальше к анпакингу. Мы положим сюда упаковочный материал, но потом, конечно, мы это конечно, все да. выбросим. Все увезем с собой. Так, Можно, давай, наверное, Руслан, вытащить. мы, наверное, целиком его сейчас вытащим, да.
Ну как по весу ощущения? Слушай, ну он, по-моему, как мой МТБ, что-то вроде 13 Да, килограмм. я не думаю, что он гораздо тяжелее или гораздо легче. Все-таки примерно вес должен быть усредненный. Выглядит красиво и немного пугающе. Сможет ли такой крупный, не побоюсь этого слова, серьезный человек, как Руслан, прокатиться на Но таком я когда велосипеде? выбирал велосипед, я смотрел, что у него максимальный вес 105 килограмм ездака. Это как раз мой вес, Давай я который я подержу, чтобы с тебе помощью было того удобнее. же этого велосипеда собираюсь немножко скинуть. Хотя бы до 95, а в отличном варианте было бы вообще То есть до ты 90. на пределе его лимита веса, получается, да, будешь Так, ездить? педалька у нас одна прикрученная, вторая нет, да? Мгм. нас- Ну, ведь с одной педалью тоже можно ездить, на самом деле, достаточно успешно. Так, эти все, наверное, Да, снимем, аккуратненько чтобы было красиво. срезаем. Очень красивый цвет. Здесь мы видим матовую окраску рамы. Ты не поверишь, как я его заказал. Есть один marketplace, ну не будем называть, чтобы не было рекламы. В общем, я искал, нашел вариант такого велосипеда. И у него бесплатная доставка, это большой плюс, ну как во всех маркетплейсах. Но после того, как я его заказал, его повезли оттуда, скорее всего, из Москвы в Якутию. Потом, когда я заглянул, буквально через дней 5, наверное, продавец перестал высылать эти велосипеды в наш регион вообще. Хотя там был на остатке, было написано много. Ну, то есть внезапно после, увидев логистику до Якутии, они Пришло решили осознание, что, больше не продавать. ну, чтобы не подводить маркетплейс, наверное, они решили все-таки, как сказать, не падать в грязь лицом, отправить одну штуку и потом просто закрыться. отменить доставку. Так, ну слушай, значит, Смотрите, друзья, обратите внимание сразу на большую переднюю звезду, на трансмиссию велосипеда. Здесь есть задний переключатель, но передняя звезда не имеет переключения скоростей. Он у тебя 8-9 скоростной, да? По-моему, 9 скоростной, да, все верно. я вот в этих, тут, по-моему, я вот боюсь ошибиться, 51 Ну, звезда, что ли. 52 зуба, ну, 52. стандарт звезды, да, сейчас посмотрим просто. Так, я немножко побаиваюсь, как там, говорят, был магнитик какой-то. Магнитик? Вот, Опа! вот магнит. Точно, да. Ну, в общем, Вот это да. один магнит и где-то второй Это магнит. фиксирует велосипед в сложенном состоянии. Давай его разберем в удобоваримый вид. Так, это что такое? Вот. У кого была кама, друзья, в детстве, в далеком, здесь должны всплакнуть просто люди, потому что это вот... Слушай, я смотрел, в том числе начал вообще поиск скама именно, потому что... Ну да, все-таки это, Ой. во-первых, ностальгия. Да. Так, здесь какая-то система, Так, скорее всего. здесь вот эта вот ступенька должна как-то отойти назад. А, вот, это наоборот она прижимает туда, то есть... Так. Она... Вот она его выдвигает вперед, поэтому, Ага, это значит правильно. возможно, просто грубой силой, грубыми, грубыми 105 килограммами. Так. 105, но не меньше, да? Прекрасно мы зафиксировали Руль есть? рулевую Сейчас колонку, держу. разберемся с этим моментом. Какой-то он тоже интересный. Что это за... А, это, наверное, какая-то заглушка. Не нужно. Технологическая. Так, и вот так, и вот так. Мгм. В целом, ну, Он, можно сказать, почти собран, да. все. То есть здесь, Понимаем. вау, какие у него регулировки. Давай уберем И еще, вот этот вот, так? наверное, еще Ага, материал, потому что здесь мы видим как раз логотип, шильдик, ага. который Ага. нужно будет снять. Ну, в целом, я решил как-то пойти, ну, посмотрел про эту фирму, вроде как авторитетная фирма в складных велосипедах, и решил как-то на нее, я надеюсь, не прогадал. Ну и в целом то, что вилка у нас цельная, не без амортизатора, можно и в зимнее время на нем кататься. Так, попробуем, может быть, насос? Да, и просто не терпится уже попробовать. Обратите внимание, здесь есть еще подставочка, подножка для того, чтобы Ага. можно было комфортно оставлять велосипед в чистом поле. Имеется подножка, это просто прекрасный вариант. Я думаю, удобство будет зашкаливать. Так, Сейчас мы применим, не побоимся применить насос. еще разобраться с ним, как он работает. Так, где у нас? Так, первый ниппель. Ну, я такой насос, ну,
Серьезно. Ну, это что-то, да, прям совсем уникальное. Итак, пробуем. Силовое испытание очередное у Руслана сейчас будет. Накачать 20-дюймовое колесо Знать бы, как он, необычным наверное, насосом. так откручивается, а потом закручивается, да? Ага, и затягивается. Просто не накручиваю. А, о, так и затягиваю, да? Просто... Кстати, ниппель здесь автомобильный. Если что, есть компрессор. Садись на седло. На седло садись. Слушай, ну, такое ощущение, что он хорошо качает. В смысле, у него объем-то должен быть ого-го. Да, объем большой Поршень и такой. очень здорово, необычно будет смотреться в каких-то походных условиях, когда человек просто качает седлом колесо. Представляете, вдоль дороги стоит человек и просто накачивает Ой, чё? седлом колесо. Это просто мечта дальнобойщиков. А почему? Так, что-то мы здесь не зафиксировали. Скорее всего, слетело, мне кажется. Чуть-чуть. Мы уже второй час пытаемся накачать колесо насосом седлом. И хорошо, что рядом есть машина, потому что, если что, мы просто используем автомобиль. Вот еще Чтобы одна уехать очередная домой. попытка. Вот, вот, пошло, действительно, да, хороший объем. У него есть функция автосброса мебели. У нас сейчас мусор весь разлетится. Сейчас мы соберем мусор и вернемся к вам. Вернемся в эфир. Мне кажется, холодное, холодно. И, ребята, вот я вам скажу так, не покупайте насосы в виде седла. То есть гораздо проще, привычнее обычный ножной насос, либо ручной велонасос. Но насос седло, вы видите, да, это прикольно, это здорово, это круто. Это испытано на себе, в конце концов. Но Руслан не зажал. Ножка есть. У него есть ножка. Смотри, как можно сделать. Во. Слушай, здесь Тогда усилие шутки сильнее. про сесть на седло, они приобретают совершенно новый как раз уже. Слушай, ну давай победим. Надо. Да, мы накачаем Это сейчас, же чего бы нам недаром. это не стоило. Ставишь и, как вот в насосах же есть лапка. Это куда? Сюда? Да, вставляешь ниппель и загибаешь. И он его обхватывает. Точно. Это да. Так. Так, вот мы разобрались И с вот так. насосом. Все, теперь будет качать очень прекрасно, учитывая, что мы еще и ножку нашли. Вот сейчас это выглядит достаточно даже смешнее, чем он руками это качал. Но надо сказать, надо отдать должное насосу. Объем закачиваем в колесо просто шикарный. И вот уже практически покрышка наполнилась воздухом. Да, мы сейчас с Евгением поняли, что тут даже есть у этого насоса не только сиденье, но и катафото. А если еще и консольный багажник сюда приделать, то это вообще будет Нет, незабываемое. друзья, катафот — это безопасность в первую очередь, это однозначно. Когда вы накатите колесо. Здесь я хочу только посоветовать Руслану, когда он будет оставлять велосипед на замечательной подножке возле работы, брать с собой подседельный штырь, потому что можно просто одновременно остаться без насоса и без седла. Да-да-да. Ему придется просто заносить домой. Да, насос очень хорошо справляется Да, с я задачей. даже- ну, бывает вот такое, что мелкими насосами очень сложно накачать колесо. Прямо, ну, очень много... Ой. Так. Очень много уходит. Энергии, да, да. и времени. Здесь это как бы, учитывая поршень такой большой. И вес самого седла, он как бы помогает качать. То есть насос под весом седла опускается вниз. И таким образом накачка происходит быстрее. Так. Сейчас. Вот эта система интересна. Пук. Да, все, теперь мы разобрались, и уже ошибиться Значит, невозможно. всё Вот работает. давайте попробуем засечь, Инженеры сколько едят хлеб качков. не зря. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот посмотри, Руслан, 22, 23 качка, и уже колесо в принципе готово. Я думаю, На 30. с нуля, да, 25-30, то есть можно определять не манометром, а уже количеством движений. Я думаю, достаточно. Вполне, да. И это еще считай на морозе. Сейчас домой занесу, они еще. Да, его немножко запрет в тепле. Знаете, что будет еще более странно? Если, например,
у вас на автомобиле колесо надо будет подкачать, ты выходишь, вытаскиваешь из багажника седло, втыкаешь в автомобильную покрышку и начинаешь накачивать. Это прям оригинальное решение. Сейчас мы вернем седло подседельный штырь обратно и попробует Руслан даже проехать, я думаю. Я думаю, да. Думаю, уже можно. Хотя нет одной педальки, но... Ну, не страшно. Ее вообще нет или она просто... Нет, она там, наверное, в комплекте где-то. А, да, все, вижу, Да, здесь давай. есть коробка с документами, коробка с какими-то принадлежностями. Вот, дополнительные элементы. Смотрите, как компактно. Чик-чик. Все заходит. Вниз на снег. Так вот. Чик. Чик. И потом... И даже Заглушка. есть специальный колпачок, чтобы предотвратить попадание пыли, грязи. Так. Интересно. Ну, не будем сильно. Да, обратите внимание, здесь насечки, которые показывают минимальный уровень, на который можно выдвинуть седло, и также регулировочные насечки Так, ну, информационные. у нас не совсем есть все ключи. Педального у нас ключа нет с собой. А может, там в комплекте есть? Да, давай Подожди-ка, попробуем. смотри. Имеет смысл распаковать коробочку. Мало Вдруг ли. там помимо седла насоса нас еще что-то сможет удивить. Педаль, фонарик, например. Может быть, педальный ключ в седле? Может быть, он в раме. Набор ключей. Так, здесь есть вторая педаль, это прекрасно. Причем педаль, по-моему, складывающаяся. Если я не ошибаюсь, как-то она там сжимается и складывается. Ладно. Да, судя по всему, педаль должна Слушай, наверх. руководство на русском языке. Интересно. Но ключа нету. Ну, в целом и не надо. Просто попробую. Ну что ж, момент истины. Так, тут чуть подтянуть надо будет. Слушай, ну даже 22 уже я не могу достать. Это представляете, какой запас здесь? Да, Это что? да, просто запас Тут большой. она Хочу вот сказать, снизу. что правильная посадка велосипедиста заключается в том, что когда человек сидит на седле и педаль находится в нижнем положении, нога должна быть выпрямлена. То есть, вот, Это да, не совсем сейчас правильно, наверное. не совсем правильно, немножко низковато седло Руслана, но тем не менее для пробного заезда вполне годится. Да, еще я хотел бы, наверное, тут немножко подкрутить. Потому что руль тоже можно чик-чик. Да, причем быстрый механизм позволяет Да. сразу поменять угол наклона руля. Всё, Это я тоже здорово. буквально один раз крутану, далеко не поеду. Сейчас те, кто в молодости, в детстве катался с одной педалью, на меня смотрят и думают, ничего не умеет делать, да? Ну давай попробуем. Так. Так, давай, выходи на дорогу. Давай. О, вот так лучше. Испытано на тебе. Ну что, друзья, распаковали практически полностью велосипед. Ушло на это немного времени. Вот, одна человеческая сила сейчас мне помогает двигаться по дороге. Достаточно интересный велосипед. Я думаю, мы с ним еще куда-нибудь съездим и обязательно вам покажем. Испытано на себе. Хорошо работают тормоза. Механика. Всегда хотел. Да, механика — это вечные тормоза, действительно работают без сбоев в любую погоду. Сейчас, я думаю, мы еще снимем 30 секунд о том, как он быстро складывается. То есть прелесть точно. вкладного велосипеда именно в том, что его можно быстро сложить и разложить. Итак, на счет 3 я засеку время и посмотрим, через сколько секунд Руслан его сможет сложить. В первый раз. Первый раз, да, конечно. Второй раз ведь это до уже будет машины. неинтересно. Давайте подойдем к машине. Мы должны знать, сколько времени занимает раскладка и складка у этого велосипеда, чтобы иметь представление, за сколько минут можно выезжать на работу или за сколько минут можно готовиться к окончанию работы. Да-да-да. Итак, на счет 3 Руслан попробует его максимально быстро сложить. Секундомер? Да, давайте, чтобы все было по-честному, я засеку время на телефоне.
потому что это все-таки официальные данные, которые нам... Я ни разу, я только смотрел, как его, в принципе, разбирают. Я вот не совсем помню поочередность. Ладно. Так, итак, ты готов, Руслан? Да. Раз, два, три, поехали! Опа! Так, наверное, так. Наверное, вот так. Помни, его нужно минимизировать в размерах, сделать да. его максимально мелким. Тут Рулевая Наверное, надо колонка, да, она надо было сначала руль. надламывалась. Так, Вот так. все верно. Руль уходит вниз. Ой-ой-ой. Так, здесь Мгм. пока страшновато как-то. Я еще забыл. Ну ладно, Поменять угол рулю. уже Так, научусь. да. Вот для чего поменяли. быстросъемный эксцентрик. здесь вот так. Фиксация на магните и опускание седла до упора. Все. Ну, Все, 46 секунд, друзья, 46. первый раз, то есть там очень Да, много. нет, да, не отраг- Я думаю, он доведет этот результат до 30 секунд, даже может быть до 20, а потом будет это и вовсе делать с закрытыми глазами. Но посмотрите, какой результат. Велосипед превращается буквально в чемоданчик за каких-то полминутки. Его можно сложить в любой автомобиль, что мы сейчас и продемонстрируем. Ну, в целом, я еще, когда выбирал складной велосипед, не хотел слишком маленькие колеса. То есть, бывает 16 дюймов, это вообще какие-то, ну, детские. Это еще такой более-менее под мой рост, под вес. Более такая, как сказать, подходящая модель. Так, а сейчас мы попробуем проэкспериментировать. Жень, подержать? Да, конечно. Сейчас я... Так, педальку эту мы, чтобы не потерять. Да, субъективно вес у велосипеда достаточно небольшой, то есть даже подросток, либо хрупкая девушка может вполне его сложить и поднять также к себе домой, например, или загрузить, выгрузить из машины. Да, удобно, да, компактно, да, не тяжело. Сейчас попробуем, знаешь, как положить эту коробку, в которую мы привезли велосипед. Сначала багажник. Но я думаю, это из разряда фантастики, наверное, не влезет. Так, держи, Руслан, да, попробуем, но, наверное, все-таки не стоит Нет. переоценивать, да, объемы Тогда багажника. положим обратно. В коробку, да, мы сейчас загрузим его в коробку. Обратите внимание на защиту тросиков, идущих к переключателю к тормозу. Это сделано для того, чтобы в случае какого-то неудачного складывания они не перебились. Дополнительная защита как раз обеспечивается вот этим, Это что такое? этой оплеткой. А? Мы нашли еще один насос. Это более компактный насос. Это может быть было на... Это, скорее всего, транспортировочная какая-то втулка, да. Ага. Так, ну крупное я сейчас вытащить сюда. Угу. Все. Так, загружаем его в родную коробку. Ну, кресло было отдельно. Что, снимем его? Да, это недолго, и Насос. я бы называл это все-таки насосом. То есть по функционалу это больше насос, чем сиденье. И вообще отдельно его, это же насос. Его можно возить в машине как дополнительный насос, да? Почему Да-да-да. нет? Водителю БелАЗа, например. Так, и где? Все. Так, так. Вот так. Ну, не сказать, что у Короллы прямо супер большой или супер маленький багажник, но тем не менее, даже в ящики влезает спокойно. Фу, ну что, интересно. Сделали мы небольшую такую распаковку. Евгению отдельное Да, мы спасибо. испытали на себе складной велосипед. Испытано на себе. Уже в тепле дома я установил на велосипед багажник, поставил зимние шипованные покрышки и, прикрепив еще для теста сумку на руль, выдвинулся к Евгению, у которого был педальный ключ, чтобы затянуть педали.
Да, педали. Она сложенная была. Это внутрь шла. крайняя. Ага. В любом случае нужно педаль по часовой в сторону направления движения, но достаточно сильно нужно закрутить. Да, потому что педаль это вот видишь, вот это вот еще, ага, свободный ход был. То есть это нужно, да, обязательно. Ну, не так, чтобы прям совсем. Это я на камеру. Кажется. Понятно, хорошо. Так, а здесь прочь часовой. Здесь нет, здесь тоже в сторону. Короче, смотри, очень важно. Все закручиваешь вперед, откручиваешь назад. То есть у одной педали получается левая резьба. Во, значит, я против часовой. Да, Ну, все как верно. бы так? Да. Ну, против часовой. Так проще запомнить. То есть Да. Когда он вел так стоит перед тобой, в сторону движения ты закручиваешь, назад откручиваешь. соответственно, Ты ее Сейчас Да, вот так. Ага, да, верно. Ага. Потому что еще путаются, когда велосипед переворачивают, допустим, да, но обычно же собираешь перевернутые колеса, ставишь. колеса так. Вот, да, и старался такой, угадать. блин, где там диск, где там что. Вот, поэтому здесь, вот, Не докрутили. да, то есть вот это вот очень важно. Если сорвет вот здесь, то тут только рассверливать придется, а такую педаль еще искать, ага, то есть, ну, как бы без фанатизма, но, как бы, я думаю, ты их особо снимать не будешь, поэтому лучше один раз закрутил и все. нормально вроде. Но, Слушай, ну спасибо. да не за Потому что, что- Руслан, без ключа как бы тоже ничего приятного нет. У меня были в продаже маленькие компактные ключики, там тоже они что-то копейки стоят, но найду, позвоню, короче, пусть у тебя лучше он Да, будет на да. всякий случай. Я такой думал, ключ на 15, но где-то должен быть у меня такой Ну, большой гора набор. ключей О, обычно, да. Там, Это очень там редко. как обычно, 14, а потом сразу 17. Да, то есть даже 16 это редкость, Да, не да, говоря да. уже. 17 потом- тоже полезно, ага, но вот именно вот это, видишь, он идет как педальный ключ еще, Ну. то есть он узенький, у него вот эти Ну вот да. фишки такие, поэтому... Потом я думал на мультитул, который велосипедный, но там такого большого ключа нет. Они маленькие Там, совсем. наверное, крошечные, ага. Ну да, там мелкие такие. Все, как? Первые километры? Слушай, ну вообще надо сказать, что, короче, очень руль, он очень чувствительный. Получается, во-первых, маленькое колесо, и он высокий, да? То есть Я не могу, пятерочек, например, сейчас смогу, наверное, потом, Ага. но, допустим, во дворе машины едут навстречу ко мне. и чтобы Я сделать вот какой-то что-то он резкий мне такой маневр. поймал какой-то такой момент, что он мне, очень резкий в поворотах. Да, потому что все-таки это Да. надо привыкать. Плюс я вот эту сумочку решил протестировать. Ага. Ну, в целом, если прямо идет велосипед, колени не задевают. Но при поворотах При поворотах, если, допустим, если по инерции идешь еще как-то можно там, но вот когда стартуешь, бывает так, она, да. чуть-чуть задевая, но в целом не критично, потому что если вешать его как надо вот сюда вперед, будет уже совсем... да, не то. он что-то показалось Слушай, провода. вот в идеале бы тебе что-то вот как бы сюда, что ли, потому что она сейчас центр тяжести реально повышает. Вот если бы вот какой-нибудь такой... Ну, сюда мелочевочка, я вот, допустим, Да, если сейчас что-то сюда легкое. ящичек там с камерой положил. Ну, да, вот. А багажник, слушай, классно Ну, вписался. только единственное, смотри, какой угол. Ну да, тут, ну, понятное дело, колесо все-таки, ага. Да. Зрители, наверное, не видели, подержи, я сейчас покажу. Да, давай. Тут у нас система от компании Топик. Вот так кнопочку нажимаете. Велосипед можно на улице оставить, пойти за покупкой. Да, есть салазки, а ответная часть идет на сумочке, на кейсе. Причем, что интересно, у всех багажников Топик и у всех сумок, маленьких, больших, средних, это единый стандарт крепления. это И очень получается, удобно. ты можешь просто, вот это Причем вот они гениально. грамотно сделали, потому что, например, на большом велосипеде у меня задний багажник теперь от них, передний багажник, Да, еще да, ты можешь просто сумку, не перекладывая инструменты, Да. просто перещелкнул ее, и все, еще то это есть же самое модель- основное. Это же модель велошорты. Вот как у тебя тут. И они разворачиваются, велоштаны для увеличения объема, да. большие. Мгм. Ну да, это ни в коем случае не реклама, ребят, это Ну просто да. вот Ну. как бы практическая полезность и удобство для эксплуатации. То есть это вот Да, действительно... как-то показалось очень таким удобным моментом. Ну и в целом, учитывая то, что велосипед городской, в целом можно не потеть с рюкзаком. Да, по сути положил, действительно, на работу приехал, сумочку просто с собой как кейс взял, как саквояжик. То есть 2 секунды ее снять, 2 секунды поставить. Поэтому ты шиповки уже поставил, получается, Да, да? Ух немножко ты, ух ты. Испытано на себе. Но самое главное, это человек с опытом таким должен прокатиться на таком велосипеде. Поэтому сейчас он сделает кружок и скажет свое мнение.
Итак, друзья, мне просто страшновато понемножку, наверное, это обычный инстинкт самосохранения, но все же я попробую. Вау. Чувствуется, да, такое-то? Да, управляемость действительно, чувствительность управления На высоте. обалденная, да, такой как бы чувствуется, да, что руль, он играет немножко на кочках, но это дело привычки, я думаю, пара-тройка километров. Но слушайте, сидеть с прямой спиной достаточно комфортно, это не спортивная посадка, я думаю, что для городского цикла это просто лучший вариант, у тебя отдыхает спина, хорошая обзорность и довольно удобные органы управления, вот видите, как руль, это просто не я балуюсь, а он действительно очень чувствительный, на самом деле малейшее движение, оно, ну, наверное, для маневров в городе между пешеходами, между машинами, если приноровиться, это прям лучший вариант, но мне кажется, все-таки дело привычки, да. Звоночка не хватает. Звоночка не хватает, и пару Я фар. сейчас ехал сзади, покашливал. Да, вот звоночек и все. Но больше всего меня поразило, конечно, да, шипованная резина такого диаметра. Смотрите, все, велосипед встает как вкопанный. Плюс, при том, что скорость даже и небольшая, но вот на такой поверхности даже ноги скользят, а здесь все, видите, он просто зафиксировался. Обалдеть. Ну, Четырехрядный швальбы марафон. это да, это реально, смотрите, какой просто угол поворота, то есть радиус может быть настолько минимальный, что можно прям на пятачке метр на метр разворачиваться. Да. Поздравляю еще раз с приобретением, уверен, что прослужит долго, и ждем от тебя новых сюжетов Да. о приключениях на новом железном коне. Спасибо. Да. Всего счастливо. Испытано на себе. Так, ну, а сейчас уже вечер. Мы с семьей решили поехать на каток. Ну, а так как у нас, соответственно, можно сделать такой челлендж, испытать. Давай на старт, внимание, марш. Старт от подъезда. Вы на машине, я на велосипеде. Все, поехали. Так, интересно, успел, нет? Да, что-то долго совсем. Я уже кофе попил. Сколько? Восемь минут. 8 минут. Ну, я, наверное, минут за 7, наверное, подъехал. Что, как, машин же не так много на улицах, да? Свободно? Машин не так уж много, но светофор длинный. Осторожно, стой. Алина, стой. Мама, пусть пробуй. Дай руку папе. Побежали за мамой. Кстати, мама учится кататься. А чё ты? Чё ты плачешь? Чё, как? Классный, очень легкий. Друзья, занимайтесь любым спортом, двигайтесь, дышите свежим воздухом. Всем пока. А ты не добавишь, да? Добавлю? Ура! Не добавлю? Скажи, это был проект «Испытанный на себе». Это был проект «Испытано на себе».